Эту неделю можно смело назвать одной из самых плодотворных в развитии исторической науки. Указ главы Чеченской Республики о создании Государственной комиссии по исследованию и сохранению историко-культурного наследия народов Чечни был подписан в минувшую среду. В ее состав вошли как чиновники, так и представители интеллигенции. Джамбулат Умаров, он же заместитель председателя комиссии, рассказывает, Рамзан Кадыров очень грамотно определил географию их исследований. За рамки, например, моего воображения выходит наитие главы Чеченской Республики, его вот эта глубина его видения, потому что, вы знаете, что это ж не я выбирал маршруты, я не выбирал маршруты, это он мне говорил, езжай в Армению, я знаю, я чувствую, что там что-то есть. Музей древних рукописей в Ереване, Матанадаран для историков словно Лувр для ценителей искусства. Здесь собраны десятки тысяч древних манускриптов. Чеченская сторона уверена, именно фонды этого хранилища расскажут много нового об истории нахов. И первое упоминание не заставило себя долго ждать. Знаменитая армянская география Мусеса Хоренаци, которая датируется 5-7 веками, она дописывалась. И где содержатся сведения о географическом местоположении нахов на тот период. Она уже известна во всем мире, она переведена даже частично на русский язык. И там достаточно четко о нас говорится и о границах нашего проживания. То есть идет Хорасан, Скифия, потом Индия. Вот так идет. Ну, Скифия это куда ближе к нам. Да, это было общее название Скифия. В этом отделе очень много стран. Да. У них очень много рек в этой стране. И огромные, и очень важные равнины. А также степи, где мало воды и очень теплая страна. То есть жаркая страна. Посещение этого музея тем более символично, что здесь расположены древнейшие религиозные свитки. К примеру, этот Коран относится к IX веку. Здесь, в этом зале, в основном персидские рукописи. Но вот эта часть, это Кораны. А наверху вот это фрагмент Корана, примерно 8-9 веков. Это древнейшее, что у нас есть на арабском языке и вообще на арабографическом. Есть вот это тоже Коран, это уже позднее время, начало 19 века, это аджарский период в Иране, знаете. Как всегда, вот самая красивая часть, это первая сура, сура Фатиха, и такая красочная, сделанная в Иране. Самая большая это арабская коллекция, которая насчитывает примерно 2000 экземпляров. Больше 100 у нас есть Кораны. И среди самых древних это 12 века Коран, который был написан в Дамаске специально для мечети, известной мечети, которая до сих пор существует. Это очень интересная вещь, я тогда рассказал. Значит, Библия переведена на персидский язык и Коран переведенный на армянский язык. У нас есть еще интересные книги о арабской, мусульманской юриспруденции, несколько десятков таких у нас рукописей. Есть очень интересные рукописи о жизни и деятельности пророка Мухаммеда, хадис. Возрождение религиозных наук. Да. Это знаменитый Мухаммад ибн Мухаммад аль-Газали. Сам этот рукопись позднего времени, там 17 век. Да, 17 но был написан в 11 веке. Вот Авиценна, тоже в 16 это веке. Тоже Абу Али ибн Сина, но Собрание напечатано. сочинений. Напечатано. В Риме. Первое издание Авиценны вообще в мире. Абу Али ибн Сина, это его евклидовая геометрия. Да, Авиценна. Вот тут внизу это манускрипты на древнетамильском языке, да? Угу. Тамильская рукопись. Это пальмовые листья. Угу. Ну и вот Тора, свитки. Это энциклопедия ислама. Вот она. Энциклопедия ислама.
старая книга. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, что здесь можно говорить только шепотом. География Кавказа отражена в картах, которые датируются разным временем. Эта карта, очень интересная история, была сделана по заказу турецкого султана во время русско-турецкой войны 1877-78 год. Карту Птолемея. Она была напечатана в 15 веке. Но написано втором. Написано во втором, понятно, во времена Птолемея. Вот. И вот здесь изображен Кавказ между двумя морями, Каспийским и Черным морями. Вот здесь, где-то вот в этом месте наши земляки располагались, нахи. Уже при первом взгляде на то, что мы увидели в Армении, уже меняются наши представления об ареале, географическом ареале проживания нахов. Армянские источники говорят о том, что территория нахов начинается от устья реки Дон, от устья Танайс. Это древнее название Дона. Вы знаете, конечно же, это все еще нужно прорабатывать, над этим нужно работать и заниматься, до южного побережья нынешнего Каспийского моря. То есть это как раз та территория, где в свое время обитали общеизвестные албанские племена. Все, с чем ознакомилась делегация из Чечни во время поездки в Ереван, только экспозиция самого музея. Ученые уверены, куда более интересными будут данные из фондов Матандарана. Чеченская сторона подошла к этому делу серьезно. Встреча с высокопоставленными чиновниками и католикосом всех армян Горигином II. Наш министр был удостоен чести попасть к католикосу армян. Это мы пытались открыть эти двери. Это очень важно, потому что вы должны понимать, музейные фонды пускают очень редко. Вы в любом музее можете увидеть экспозицию, выставленную на публичное обозрение. Но попасть в фонды – это очень сложно. А поскольку это республики, конечно, о своей истории делают экспозиции, то все, что может касаться сопредельных народов, и в частности народов Северного Кавказа, конечно, находится в фондах. Глубоко это надо искать и изучать. В Армении, по большому счету, не было никаких сенсаций. Мы их и не ожидали. Но Армения дала нам основные ориентиры и направления. Армения еще раз утвердила нас во мнении о том, что от нашего взгляда потомков нахских племен сокрыто очень много сокровищ. А на самом деле не просто есть белые пятна, как мы говорим, да, а это все сплошное белое пятно, да, которое нужно будет заполнять какими-то красками, и основную ношу, скажем, основную нагрузку в данном случае будут нести специалисты по работе с манускриптами, древними рукописями, лингвистами, специалистами в области древних языков. Хочу сказать, что как в Грузии, так и в Армении наука очень высокого плана, подобная, историческая наука. Там очень большие традиции, навыки работы с древними рукописями. И я очень надеюсь, что вот этот наш совместный труд будет очень результативной, наша работа. Основная проблема все-таки древняя и средневековая история. И ровно об этом могут поведать нам армянские рукописи, и тем ценен нам этот фонд, очень ценен. Хотя сенсационных открытий в Армении сделано не было, факты, обнаруженные здесь, показывают, где проводить дальнейшие поиски. Скоро на карте исследований членов комиссии появятся и другие страны. На территории Италии, или, скажем, акватории Италии, где находится остров Сан-Лазаро, который в свое время они приобрели благодаря Буанапарту Наполеону. Так вот, этот так называемый Мхитарианский монастырь, это огромнейшее пространство для научных изысканий. Там тоже хранятся очень древние рукописи, которые должны пролить свет на историю наших пращуров, наших предков. Думаю, что нам удастся после определенных исследований мхитарианских монахов, исследований рукописей, может быть, даже нам удастся попасть на Родос.
там тоже, говорят, что-то есть. И вот сопоставляя все эти источники, кстати, здесь мне еще интересно было бы, очень интересно было бы посмотреть, что писали биографы и летописцы Хромого Тимура, биограф, ну, такой, во всяком случае, биограф, как Арабшах, который писал о походах и о жизни Железного Храмца, тоже прольет определенный свет на то, как, по каким причинам, после каких боев и сражений мы вот с этими боями отступали далеко в горы. Визит министра в Армению носил пока еще ознакомительный характер. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. А объем предстоящей работы, подчеркивает Умаров, внушительный. Языковедам и экспертам в области древних манускриптов предстоит прочитать не одну сотню рукописей. Аза Исаева, Ислам Расуев, Новости 7.